день, дорогие гости, дорогие друзья, дорогие любители музыки. Мы поздравляем вас с замечательными весенними днями, с нашими дорогими праздниками. И сегодня мы очень рады приветствовать вас в рамках пасхального фестиваля. Мы очень рады видеть вас в этом зале и надеемся, что наша встреча принесет вам сегодня ту же пасхальную радость, как и все мероприятия 15-го республиканского фестиваля. Сегодня наша встреча посвящена столетию известнейшего дирижера Галины Михайловны Кривошапко, народная артистка Якутии, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии имени Платона Аюнского. В 2000 году Фонд развития отечественного музыкального искусства имени Чайковского за большой вклад в национальную культуру якутского народа и искусство дирижирования присудил ей престижную музыкальную премию страны «Золотой Аполлон». Среди лауреатов этой премии Ольга Лепешинская, Юрий Григорович, Никита Богословский, Тихон Хренников. В дни празднования 95-летнего юбилея Галина Михайловна была удостоена высшей государственной награды Республики Саха-Якутия ордена «Полярная звезда». Я напомню вам основные вехи ее биографии, о которой она сама очень много писала в журнале «Полярная звезда». Галина Михайловна Кривошапко родилась в городе Омске. Отец – революционер-подпольщик. Он погиб, когда маленькой Гале было всего 4 года. Мать была большевичкой. Доход в семье был небольшой, мать занималась шитьем, и в 12 лет Гале уже пришлось самой зарабатывать на свою учебу. Она работала аккомпаниатором в детском саду. Зарплата была всего 3 рубля в месяц, и она отдавала эти деньги за музыкальные занятия и бесплатный обед. Мать Гали болела туберкулезом, и умерла она от этого недуга, когда Галя была еще совсем маленькой, и на воспитание ее взяла бабушка Агафья Тихоновна Степанова. «Меня воспитывали музыка и общество», так позже говорила Галина Михайловна. Она работала концертмейстером и учителем музыки, и этим зарабатывала себе на хлеб насущный. Затем поступила в Омский музыкальный техникум по классу фортепиано, и уже на 1-м курсе она выиграла первую премию за лучшее исполнение произведений Петра Ильича Чайковского, который стал ее любимым композитором на всю жизнь. Также она постоянно работала концертмейстером у вокалистов. После медицинского обследования у нее был обнаружен туберкулез, от которого умерла прежде ее мать. Блестяще окончив музыкальный техникум, она поступила в Уральскую консерваторию в класс профессора Бендицкого. Но болезнь прогрессировала, необходимо было пройти курс лечения, и ей пришлось взять академический отпуск. Она вернулась в Омск и работала хормейстером в Доме пионеров и школьников. Хор был из 300 человек. Но недуг не отступал. Галя лечилась у хирурга Владимира Ивановича Симкина, который прочитал в зарубежном журнале о целебном климате Якутии. Климат Якутии сравнивали со знаменитым швейцарским Давосом. И он предложил Гале руку и сердце. В газете «Советская культура» они нашли объявление, что в Якутский радиокомитет требуется пианист, солист и концертмейстер. И они решили ехать. И 21 февраля 1941 года она ступила на якутскую землю, надеясь продолжить учебу в консерватории. Но через 2 года умер ее муж, шла война, был голод. Галина работала концертмейстером в Якутском радиокомитете. После продолжительного лечения в течение 6 лет туберкулез исчез навсегда.
С 1946 года Галина Михайловна – художественный руководитель и главный редактор музыкального вещания Якутского радиокомитета. Был случай, когда ей пришлось встать к дирижерскому пульту, заменив отсутствующего музыканта прямо в живом эфире. В 50-х годах она прошла курсы повышения квалификации при Московской консерватории и стажировку в Большом театре Советского Союза. В 1955 году она поступила на 3-й курс Московской государственной консерватории имени Чайковского оперно-симфонического отделения в класс Лео Гинзбурга и Бориса Хайкина. В 1957 году в Москве проходила декада якутского искусства. В заключительном концерте декады Галина Михайловна, как главный дирижер и музыкальный руководитель этого крупного мероприятия, встала за пульт Большого оркестра Большого театра. В 1959 году она закончила Московскую консерваторию и вернулась в Якутию. Здесь она снова вышла замуж за Захара Тимофеевича Тюнгюрядова, работавшего директором библиотеки имени Пушкина. В 1959-1965 годах она работала в музыкальном театре Якутска, а с 1965 года она организатор создания в Якутии Большого симфонического оркестра. В штатном расписании было 65 человек. С 1968 года Галина Михайловна – бессменный дирижер и руководитель оркестра, который просуществовал 30 лет. В 1997 году, в непростое время для экономики страны, оркестр был распущен. Это было большим ударом для Галины Михайловны, как и ударом по всей музыкальной культуре. Создание в 1993 году Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия, которая подготовила молодое поколение музыкантов, способствовало возрождению симфонического оркестра филармонии, который носит имя великой дочери Якутии, маэстро Галины Михайловны Кривошапко. Сегодня в нашей литературно-музыкальной композиции, посвященной столетию Галины Михайловны, прозвучит музыка любимых композиторов великого дирижера, память о которой мы ныне совершаем. Музыке она дала всю свою жизнь. Музыка стала для нее всем достоянием. Она всегда стояла для нее на первом месте. Более 70 лет она жила и творила на земле Якутии, которая стала ей родной. И не случайно сегодня будут звучать стихи якутских поэтов Семена Данилова, Платона Аюнского, Саввы Тарасова. Как и поэты, Галина Михайловна создавала образ Родины, воспевала ее возрождение, любовь к жизни и мудрость народа. Она была творцом красоты, она обогащала красоту мира. Сегодня в концерте принимают участие лауреат международных конкурсов Солистско-Якутского государственного театра оперы и балета имени Сивцева Саурона Амалона Прасковья Герасимова. Лауреат международных конкурсов исполнителей. Заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии Платона Аюнского, академик Академии духовности, профессор Юнона Михайловна Ушколова. Юнона Михайловна является автором этой композиции. Композиция называется «Аве Галина». Ведь Галина Михайловна была самым близким другом Юноны Михайловны. В течение 40 лет их творческая и человеческая дружба не знала границ. Юнона Михайловна работала с маэстро бок о бок. Она была солисткой оркестра радио и телевидения. Исполнив концерты для фортепиано с оркестром Бетховена, Шумана, Франка, Равеля, Рахманинова, Чайковского, Штагаренко, Мушеля, Хачатуряна, Неустроева и многих-многих других композиторов. Сегодня прозвучат любимые Галиной Михайловной вокальные и фортепианные произведения Баха, Качини, Брамса, Шопена, Рига,
Музыка якутских композиторов Крафта, Григоряна, Ксенофонтова, Герасимова, а также произведения Скорика и Дубровина. Стихи читать буду я, Татьяна Альдина. Просим вас отключить звуки ваших мобильных устройств, чтобы ничто не мешало нам наслаждаться музыкой и словом. И еще попрошу вас не аплодировать между номерами, потому что композиция имеет непрерывное развитие.